Сегодня взрослый, если хочет подарить ребенку телефон, он просто вынужден подарить ему смартфон. Потому что есть только другая категория, это бабушка-фоны, которые детям не интересны. Получает ребенок смартфон, и он выходит в интернет, где в один клик у него доступ ко всей далеко не детской информации. Получается, мы не можем дать детям смартфон или планшет, подключенный к интернету, если мы не готовы уделить внимание и контролировать процесс, каким образом ребенок проводит время в интернете и чем он там занимается. Но даже в случае контроля вероятность, что он наткнется на то не детское, чем мы окружены со всех экранов и со всех сторон, очень велика. И если говорить о подростках, сексуализация, распространенная в обществе, практически украла детство у наших детей. А значит, единственная и главная рекомендация родителям – это говорить и еще раз говорить со своими детьми. Другого способа, наверное, просто нет. Но так получается, что наши взрослые не привыкли разговаривать о сексуальности с подростками. Ну, во всяком случае, большая их часть. Почему? Потому что, когда они были маленькими, как-то было не принято обсуждать подобные вопросы. Опять-таки, не у всех, но, вероятно, в большинстве семей. Но тишина тех лет не сопровождалась ежедневным визуальным стимулированием со всех экранов и не только экранов. Если сегодня мы не научимся говорить с детьми о вопросах, касающихся секса, касающихся полового воспитания, к сожалению, воспитывать в этой сфере их будет богатая и грубая информация интернета, которая, кроме всего прочего, представляет определенную опасность для их еще не сформированного детского ума. Самые плохие слова для наших детей – это слова несказанные. И не надейтесь, что вы обойдетесь каким-то одним большим, серьезным разговором. И мне кажется, нужно искать ежедневно подходящие моменты и говорить с детьми о ваших ценностях, участвовать в их жизни. Ну и, конечно же, самое главное – это бесконечно любить их. Помогите им радоваться их возрастающей, растущей сексуальности, принимать ее осознанно, с восторгом, с ответственностью и, конечно же, с осторожностью. И научить это делать теми способами, которые соответствуют их возрасту. Почему родители должны быть бдительны, не забывая такую распространенную пословицу, да? Маленькие детки, маленькие проблемы, большие дети, большие проблемы. Умение помочь подростку справиться с его возрастающей сексуальностью, наверное, это одна из самых трудных родительских задач. Потому что та часть мозга, которая ответственна за прогнозирование своих действий, последствий, к которым приведут эти действия, критическое мышление, эта часть мозга все еще в процессе развития. Она называется префронтальной корой и зреет довольно-таки долго. Поэтому эмоциональная часть мозга контролирует ваших детей, подростков. И, соответственно, именно родители должны выполнять роль префронтальной коры головного мозга для своих детей. Многие родители вообще не понимают, каково это быть подростком на сегодняшний день. И считают, что быть родителем трудно. Но я вам скажу обратное. Да, быть родителем трудно, но быть подростком куда труднее.